И там, кстати, была частичка мощей нашего князя Олега Рязанского, да? Который у нас вот здесь вот мощи наши. В Солодче, который находится. Да. Его мощи. Итак, мы начали не с начала, скажем так, а вот с твоей речи, с середины. Мы находимся в городе Рязани, в семье Калининых. Вот это мой дорогой друг, мой брат младший, Валерий Калинин. И мы празднуем 11-й год. Уже 12-й год? Да, 11 уже исполнилось. Исполнилось? Да. Значит, это он меня... 11 лет исполнилось, значит, уже пошел 12-й год? 12-й. Не, мы 11-й год рождения. Ну правильно. Значит, я тогда не ошибся. Ему 10 лет было, а сегодня ему исполнилось 11 лет. 11 лет. Поэтому, Алеша, дорогой мой, я поздравляю тебя с днем рождения. Живи долго-долго. Будь опорой для семьи. Не только для Рязанщины, для всей России. Вот. Живи долго-долго. И самое главное, чтобы мы говорим об абхазском долголетии, в целом о кавказском, и пусть будет так. Пусть отныне рекордсменом по долгожительству будет хотя бы один не кавказец. Да? Итак, Валер, данное видео будет опубликовано на Фейсбуке, в Ютубе. Я хотел бы, чтобы ты поведал миру, как мы с тобой познакомились. Познакомились. Действительно, сама судьба, наверное, свела, действительно, как познакомились. Спустился я в 6 утра вниз в ресторан. В 6 утра? В 6 утра, да. Потому что накануне мы заехали в Пицунду, в Абхазию, в Пицунду приехали к Индиане. Вот. К Индиане и Энверу Хутаба. Энверу Хутаба, да. Вот. Мы заселились. Вот. И утром, на следующий день, в 6 утра я проснулся, спать не хочу. Я не пойму, что происходит. То ли время перевели, то ли еще что-то, воздух какой-то, и не пойму, что со мной происходит. В общем, я взял планшет, просто вниз пошел, спустился, не спится и все. Ну, там дальше вот я увидел Давида. Нет, ты увидел, что... Компания сидит. Ты увидел, что кафе Индианы почему-то открыто. Открыто, да. В 6 часов утра. Да, 6 часов утра. Хотя оно открывается... Нет, они круглосуточные. Так они круглосуточные? Да. Вот, они как бы... На тот момент они были круглосуточные. По-моему, нет. Нет. Что ты путаешь? Он путает. На тот момент. Не были они круглосуточные. Они открывались примерно с 8-9 часов утра. А это супруга Валерия. Ладно, моего дорогого брата, можно сказать, моя невестка, спасибо, значит, Оленька Староверова, с такой красивой фамилией. А это ее дочь, их дочь Аннушка. Так, и вот все-таки врал он, да? Врал, да. Он спустился, он даже не знал, что... Дело в том, что они закрывали они закрывали, на ночь. Так хоть и написано там круглосуточно, они закрывали. Дело не в этом. В общем... Ладно, в общем, я спустился, супруга спит, я думаю, пускай отдохнет, что, после дороги там. А я спущусь с планшетом, все там, вижу, компания сидит, вот. Меня сразу, утром рано, что там... Вот, 7 час. Ты не удивился? Я удивился, конечно. Меня приглашают, но было так как-то, в общем, я отказался, но все равно люди еще раз пригласили. Люди это кто-то? Люди. Это Давид был. А что ты так? И Сослан Санакоев. Да, Сослан Санакоев. Вот, в общем, я не мог отказать, я присел сразу. Я хочу пояснить нашим зрителям о том, что я встречал в такую рань, в 5 утра прибыл автобус из самого Цхинвала в Абхазию. И я ждал дорогого брата Сослана Санакоева и его несравненную супругу
Лизу Наскидаеву. Вот. И затем я как-то так получилось, что все-таки они до Гагры доехали, мы встретили их в Гагре, я им предложил остаться в Гагре, но они захотели Пицунду. В общем, сам Бог захотел, да, чтобы так оно и было. И мы оттуда выехали в Пицунду. Прибыли в 6 утра. Индира ждала нас. И вот таким образом мы познакомились. Да, познакомились. Ну, тут в ход пошла чача, знакомство. Угу. И тут я смотрю, висит возле меня рог, как в том фильме. Про кавказскую пленницу. Ну, я думаю, сейчас и закончится тем самым. Как у Шурика. Да почти так закончилось. Я же не знал, я чачу тогда не пробовал. Ну, что же. Ну, оказался живой. Первый день, надо на море идти. Ну, что ж. Утро раннее. Обещал мне. Да, обещал супруге. Что ж, на море идти. Ну, что ж. Да, сам ее закрыл. После этой чачи я выдержал все. Но в итоге мы пошли все-таки на море потом. Но ты когда первый раз отказал нам, ну, мы подумали, наверное, все-таки он должен, ну, стесняется, само собой. Ну, наверное, он все-таки подконтролен кое-кому. Но выяснилось, что у тебя прекрасная супруга. Это душа семьи, душа Спасибо. Твоего круга, вот, родства. Кстати, и ее родители являются твоими самыми главными ангелами-хранителями, как я понял. Так, Оленька, вы в целом и Абхазия. Что бы ты могла сказать? Ну, самое главное... Я понимаю, что ты долго можешь говорить. Да, я могу долго говорить про Абхазию. Для меня Абхазия это, в первую очередь, это душа. Это в первую очередь это люди и душевные, и родные. То есть для нас они стали настолько родными, что то есть мы в дальнейшем не представляем жизни без них. Мы в любой момент можем обратиться к ним, позвонить, приехать или и так далее. Но как бы и мы рады всегда их принять, мы рады видеть их всегда. Абхазия для нас стала как бы вторым домом, я могу так сказать. Для меня как бы они стали продолжением вот моей, как бы, как говорится, семьи. То есть говорят, что там вот на Кавказе все замечательно сказано. Родственники, они друг за друга. То есть для меня как бы это является... не в диковину. Не в диковину, да. Это является как бы продолжением моей семьи. Мы также живем как бы друг за другом. У нас очень большая семья. У бабушки, у моей 5 детей, внуков у нее, как она уже даже запуталась считать их, она уже даже не помнит, кого как зовут, правнуки. То есть мы в горе и в радости, мы всегда все вместе, мы всегда друг другу помогаем. И для меня Абхазия это вот, это мое, как говорится, продолжение. Это вот мое оно. Вот. Поэтому... Но и твоя семья, и сама Абхазия для твоего дорогого супруга все-таки это было в диковинку. Конечно. Да? Во-первых, он был первый раз на море. Во-вторых, он очень боялся этого. Для него это Абхазия, это была, ну, как за границей, можно так сказать. Угу. Вот. И как-то вот... Ты рассказывала чудесный сюжет, какой-то случай с твоим родственником, который был немощен. Да. Я хотел бы, чтобы ты повторила. Ну, когда мы были в Абхазии, то есть никто не знал, мы уехали просто спонтанно в Абхазию, и никто не знал о том, что мы уехали вообще в Абхазию. И звонит мой дядя, родной дядя, брат родной моей мамы, у него случилось несчастье, его дочь 4 лет очень серьезно заболела раком.
Вот. Сам он настолько привязан к ребенку, вот она как бы для него это смысл жизни, поэтому сам он занемог до такой степени, что он не мог ни ходить, он еле-еле переставлял ноги, у него была очень сильная депрессия, его 2 раза клали в больницу, врачи не могли сказать, что с ним такое, что с ним происходит, и на тот момент он звонит мне, не предполагая даже, что мы в Абхазии, и просит у меня помощи, то есть: Оль, можешь ты мне помочь? Я сначала не могла понять, что он от меня хочет, как бы. Я ему говорю: Коль, ты понимаешь, мы в Абхазии. Он мне говорит: да. И он мне рассказывает. А где вы конкретно находились? Мы находились в Лыхне, в храме. Вот. Как раз, да, около храма. В том старинном храме. Да, мы стояли около храма, и на тот момент он мне как раз вот звонил. Он рассказал мне все то, что, как бы, что он чувствует, что случилось с его дочкой. И мы пошли в храм, и вот на самом деле вот мы поставили свечи, мы написали как бы вот за здравие, все это молитву, заказали все это. И как бы я чувствовала то, что вот это вот, что действительно Господь Бог, Он поворачивается к нам. То есть Он сможет нам помочь. Вот я верила в это. Я была уверена даже в этом. И я сказала ему, я очень долго плакала по телефону, как бы разговаривала с ним, старалась ему не показать то, что я плачу. Вот. Но мы вошли в храм, как бы я все это, свечи поставили, все это мы. И я думала, что... Не то, что думала, я была уверена в том, что это все поможет. Уже там ты почувствовала? Да, я уже там уже все это почувствовала. И когда мы через день позвонили ему, и он сказал: Оль, я не знаю, что случилось, но я думаю, что благодаря вам вот я смог встать. А что с ней произошло потом? Ну... Облегчение? Во-первых, ему стало лучше, самому отцу стало лучше. И ребенку на тот момент, то есть мы поехали дальше, потом в Камано мы ездили в храм Иоанна Предтечи, мы прикладывались к мощам, мы читали молитвы, мы проводили, как бы прикладывались не то что к мощам, к иконам, ко всем. Мы просили всех Всевышнего, просили всех святых о том, чтобы послали исцеление она моя крестница. Она моя крестница, то есть я ее крестила. Тем более. Да. И я просила за нее, чтобы Господь Бог помог ей. И после этого болезнь как бы не то что отступила, ну можно сказать, что и отступила. То есть она не стала дальше продвигаться. Прогрессировать не стал. Да, она замерла на той стадии, на которой она... Доктора, осталась. врачи как отнеслись? Доктора, доктора, они как бы, они, может быть, в каком-то смысле при себе это присовокупляют, да, то, что они какое-то чудо сделали, но они, я так думаю, что они даже не поняли, что получилось, что вот на самом деле свершилось. Сейчас как она себя чувствует? Ну, конечно, проходит она все эти вот курсы поддерживающие, все это продолжается, но больше операций не было, рак дальше не прогрессирует. Ничего себе. Да, то есть у нее до этого было 2 операции, то есть был рецидив, то есть ей сделали операцию, потом был рецидив, но вот после того, как вот мы побывали в Абхазии, вот это вот все, как бы сходили в храм и прочитали эти молитвы, все это как бы приложились ко всем мощам. Я более чем уверен, что слушающие и смотрящие это видео сейчас действительно испытывает большие эмоции. Дай Бог счастья твоей крестнице. Вот. И в следующий раз, этим летом вы обязательно должны приехать, обязательно должны привезти своих родителей. Ее, да. И вот крестницу свою хотя бы хорошо. Привезти туда, чтобы... Аннушка что-нибудь добавит? Ну, во-первых, когда я только приехала на второй Будущий блогер Ютуба. Да, когда я приехала первый раз в Абхазию, я увидела эти красоты, и они меня ужасно манили. Ну, просто они говорили: иди ко мне, иди ко мне. И когда вот я только повстречала вот эти абхазских людей, когда я увидела Индиану, она такая добродушная, она меня не знает. То есть, по сути, но она так ко мне отнеслась, с таким радушием, то есть она сразу такая: да, проходите, рад знакомству. Потом познакомилась с вами, вы тоже очень добродушный человек, вы вот тоже все можете отдать, все последнее отдать, лишь бы нам было хорошо. Когда я встретила Инвиру, он тоже все нам отдавал, все, вот, и когда мы приехали к нему домой, он все сразу, стол начал накрывать, то есть он тоже рад нам помочь, рад, что он...
хочет видеть, чтобы мы были счастливы. И вот мне очень ужасно понравилась Абхазия, я хочу туда вернуться вот этим летом и буду ужасно рада там побывать. Вот, прекрасно. Вот, Аннушка, спасибо тебе. Меня переполняет действительно эмоции. Все, что сказано здесь. А Индиана, оказывается, тебе мама уже. Да, именно так. Я об этом знал, но сейчас вот только она напомнила нам об этом. Индиана уже все, мамой не стала. Алеша какие впечатления имеет? Первый раз побывавши в Абхазии, ну скажи, сынок. Слов нет. Ну, тебе все понравилось. Переполняет эмоции, да, Леш? Да, переполняет. Он не ожидал этого. Он просто не ожидал. Я хотел бы, чтобы ты пару слов сказал о том, насколько душевная атмосфера существует в твоей семье. Понимаешь, вот люди на Кавказе в той или иной степени, они думают, что самые искренние, самые светлые, самые сильные родственные чувства находятся именно среди них, среди кавказцев, на Кавказе. Ну, естественно, в тех странах, где находятся кавказцы. Я хочу, чтобы они знали, в твоей семье, благодаря Оле, вот есть то, что есть. Я верно говорю? Да, так оно и есть, в принципе, действительно. В нашей семье это... То есть то, что ты увидел в Абхазии, ну, тебя обрадовало, но тебя, в принципе, сильно не удивило, потому что ты знал вот это на примере семьи Оли. Да. Абхазия мне добавила просто вот это вот все уже. Все это переполнило настолько. Родители Оли для тебя? Для меня это просто самые-самые близкие люди, которые действительно готовы отдать, чтобы у нас было все хорошо. Я их очень люблю. Так, ну и завершающая часть нашего видео. Ну, если только салют. Все, понял. Ну, давай на этом слове, без салютов. Да. Нет, салют в комнате. Мне без как вниз можем сейчас спокойно воткнуть. Да. Прекрасно будет чувствовать себя и курицей. Действительно, я благодарен, действительно, что мы приобрели вот эти вот все отношения, вторую семью в Абхазии, всех повстречали. Уже 18 минут наше видео идет. Это просто вот эмоции переполняет действительно Абхазия. И это не только в Абхазии, это прям второй дом, на самом деле, родственников. Маму себе нашел, себе родного брата нашел. Будьте счастливы, вот, дорогие мои. Опять же таки, мы нашли друзей в Абхазии не только абхазов. И ваша Мурлыка тоже нашла. Да, она тоже хочет в Абхазию. Но мы также приобрели в Абхазии себе друзей, которые живут на Рене. Это вообще великолепная женщина, которая... Армянка на Рене. Да. Где вы с ней познакомились? Мы познакомились с ней у Индианы. Это было все в то время, в тот день. Это Люда Волкова. У которой мама Хишба. Да, это Сослан Цанакоев. Сослан Цанакоев из Хинвала с Лизой. Вот мы приобрели настолько хороших друзей, верных друзей, которых вот действительно... Родственников уже. Да, считаем их своими родственниками, своими родными, братьями, сестрами, мы считаем их. То есть... Дай Бог. Да, которым мы можем в любой момент позвонить, которые нам всегда ответят, которые нам всегда будут рады, и мы также им рады. Которые могут в любой момент сорваться. Да, и как прилететь. Давид, и прилететь на день рождения к Алексею. Хотел я добавить, действительно. Как Давид на самом деле прилетел. Ну все, слишком не хвалите, лучше критикуйте. Сыну на день рождения. Вот на самом деле это вот живой пример. Спасибо вам. Если бы вы не были бы такими, ну и я, видимо, был бы другим. Спасибо. Да, Всех вам благ. Счастья вашему дому. Спасибо, Давид.